свет, чтоб могла зимой, летом птица песни петь. Я не покорюсь, в клетке не боюсь, я себя не продаю. Я не покорюсь, в клетке не боюсь, я себя не продаю. Пусть вокруг меня грязная возня, птица я свободная. Пусть вокруг меня грязная возня, птица я свободная. Если б мне на самом деле белых два крыла, чтоб за стаей полететь, что с собой звала, я бы не смогла жить среди людей и с тоской на птиц глядеть. Я бы не смогла жить среди людей и с тоской на птиц глядеть.
всех сторон. Гости вином чествуют, жениха с невестою. Горько, да надо подсластить, горько и целовать и любить. Сколько считать не сосчитать, горько и начинай опять. Давай, 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 играй гитара, давай, 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 гуляй, народ. Сегодня целой ночи будет мало, сегодня свадьба пляшет и поет. Давай,
Уважаемые гости, я вот посмотрела сейчас на вас, смотрю, как-то тяжело вам танцуется, думала, почему тяжело? Думаю, наверное, покушали плотно. Нет, деньги отвисают в карманах. Вот мы сейчас с молодыми чуть-чуть вас разгрузим, чтобы следующий перерыв на танец вам было уже легче танцевать. И мы сейчас с вами, знаете, что сделаем? Все дружночко погадаем. А кто в нашей паре первый появится, девочка или мальчик? И вот если вы считаете, что в паре замечательно нашей красивой появится первый мальчик, то вы делитесь с дружком своими наличностями. У нас, к сожалению, аппарат по карточкам не работает, поэтому только работаем наличными. Карточку и пароль дружок предложил, если вдруг это, просто карточку с паролем бросили, все, мы будем засчитывать потом по остаточной смс-ке, баланс узнаем и уже туда приплюсуем. То же самое, если вы считаете, что в нашей паре замечательная, красивая, должна появиться на свет первая девочка, то непосредственно вы, дружки, олени, вот в эту замечательную розовую колясочку бросайте свои наличности. Ну и то же самое с карточками. Если денег нет, карточку, пароли, все как и в первом случае. Мы с вами договорились? Ну, ребята, вперед! Поехали! Голосуем! Кто же будет, мальчик или девочка у нас первый в этой паре? Делитесь охотнее, чтобы второй перерыв на танцы вам уже было легче танцевать. Замечательно, так что все это было хорошо. Дорогие свидетели, никого не пропускаем. Лучше по второму кругу пройти, чем пропустить. Ваня молодец, он проводит агитацию. Правильно, Ваня, агитировать нужно. Алина правильно агитирует, она просто глазками стреляет и все, истинная дружка. Алиночка, там тебе сзади кричат. Кто-то вот здесь прям рвался за девочку проголосовать. Ну, посмотрите, все уже отдали свой голос, кто хотел. Так, а ну, Алиночка, посмотри, все проголосовали? Если все, подходи ко мне поближе. Ваня, все у тебя проголосовали? Ванечка, не надо трогать персонал. Они за любой исход будут рады, абсолютно. Им все равно, мальчик, девочка, лишь бы счастливый. Вот, посмотри, вот. Замечательно. Так, в общем так, ребятки, вы пока можете пройти вот туда за дверь и посчитать. Деньгами не делиться, то есть, Алина, можно даже отобрать, если ты посчитаешь, что у тебя мало. Вот, Ваня не смей отбирать. Все, вы удаляетесь, сидите, считаете, а мы чуть-чуть продолжим паузу. Виталик, можно тебя сюда попросить на минутку? Понятно, что на мальчика, девочку мы-то поголосовали, все это хорошо. Но мужчины, я думаю, сейчас тебя поддержат очень, и они тебя поймут, как никто другой.
Мужики, вот скажите честно, заначки делаете от жен? Все, да? Понятно. Вот я вам сейчас предлагаю, пока наши дружок с дружкой считают, собрать первую заначку для жениха в носок. Виталька, собирай первую заначку. Это официальная, Юля, при тебе сделано, но это Виталина заначка. Да, Виталь, в носочек, как положено, заначку. Мужики, я думаю, сейчас тебя поддержат все. Заначка должна у мужа быть всегда. Вперед! Так, мужчины, поддержите. Вы все опытные, вы понимаете, что заначка ведь должна быть у мужчины. Сейчас Виталик соберет, и мы ее даже и забудем про нее раз и навсегда. Она же заначка. Женщины тоже могут помогать, чуть только мужчины поддерживают. Вот. Замечательные девочки тоже они понимают, что это должно быть. Вот, сразу видно, грамотные женщины, умницы. Так, Виталик, всех пройди. Вот тоже девчонки, они знают потом, да? Заначечка нужна мужчине. Ну так, в баньку сходить, с мужиками расслабиться, в гараже хорошо посидеть. Виталик, собирай всех. Абсолютно все. Вот, видишь, мужики знают, что заначка нужна. Вон тебя, посмотри, глянь, чё ж хватит? Не хватит, заначки много не бывает. Сказано новобранец, юнец, он еще не понимает, хватит или не хватит. Ты спасибо скажи, что тебе носок дали, а не гетры. До утра бы собирал заначку. Все, Виталий? Нет, не все, посмотри, сколько желающих тебе помочь. Дружок с дружкой, если посчитали, прошу вас подойти ко мне. Занаточка, хорошая. Вот это Ребята там заначку вручают и говорят, Виталька, говорит, завтра похмелимся на эту заначку, да? Глянь, как уговаривать его там. О, понятно, там уже телефоны кидают. Дим, ты запомни, у него там уже 3 левых телефона, понимаешь? А ну-ка, Виталик, продемонстрируй нам свою заначку. Ой, да здесь глянь, ребятки, увесисто. Заначка, я так понимаю, капитальная. Что там еще дали? Бутылку? И телефон. Ну я что могу сказать? Я поздравляю тебя, береги эту заначку. Как зеницу ока прячь, доставай ее в трудные минуты, мало ли как что бывает. А у тебя всегда есть носочек с заначкой. Присаживайся. Ну вот они наши подошли, замечательные помощники. Ну и так, давайте огласим ситуацию. Итак, у нас за мальчика было сколько? 10160, телефон 5S. 10160 плюс телефон 5S. Какого года? Ну, 1015 потянет, да? На 10 потянет. Ну, в общей сложности получается 36, да? 20 в 160. Итак, за девочку у нас проголосовало 11 760 рублей. Ну, я так понимаю, результат понятен, да? Что вы все отдали свои голоса за то, что в нашей паре первый появится парень. Продолжение рода Козловцевых. Алина, нет, да? Алина, мы давай попробуем так. Ребят, помогите нам на девочку. iPhone 7. Нам нужен iPhone 7, пожалуйста. И тогда будет ничья. Нет, не хотят, видишь, хотят мальчика. Ну, я прошу вас
деньги передайте, пожалуйста, в казну молодым нашим. Это вам на пеленки, распашонки и все остальное для парня. Ну а мы давайте наполним свои бокалы и выпьем за то, что в нашей семье, в семье молодых, замечательных, красивых, вы отдали голоса за первенца мужского пола. Давайте за это и выпьем. Все слова и чувства соберу, милая, только тебе одной. Я все тебе отдам, драгоценная моя и бесценная, долгожданная моя, сокровенная. Я искал тебя всю жизнь, моя вселенная, драгоценная моя, любимая. Пронесем любовь через года, вместе мы, только ты и я, только я и ты. Ведь все давно решили небеса, и зажглась высоко звезда. Светит лишь для нас, драгоценная моя и бесценная, долгожданная моя, сокровенная. Я искал тебя всю жизнь, моя вселенная, драгоценная моя, любимая. Драгоценная моя и бесценная, долгожданная моя, сокровенная. Я искал тебя всю жизнь, моя вселенная, драгоценная моя, драгоценная моя и бесценная, долгожданная моя, сокровенная. Я искал тебя всю жизнь, моя вселенная, драгоценная моя, любимая. А за богатых князей, да и дворян, когда гости просили невесту поцеловать своего нелюбимого жениха, они, чтобы хоть как-то скрасить горькую ее участь, кричали ей горько. Но не изменился и до сих дней. Белый свет, да и слез горячих у нас, у невесты нет, она сияет счастьем. И горит невесты взгляд самой яркой зорькой. Но как много лет назад молодым у нас кричат: горько! Молодые, вам горько! Ребята, а вы не заметили, что как-то хиленько они целуются, да? Я тоже согласна. Ну, давайте не будем их строго ругать, ведь они женаты всего лишь несколько часов, и у них все впереди. А вот я думаю, что им нужно преподнести мастер-класс по поцелуям. Ребята, вот есть же супружеские пары с опытом. Ну, подойдите сюда ко мне. Вот влюбленные, муж с женой, девушка с парнем. А ну-ка, вот у нас сваты молодцы. Есть пара.
Вот у нас еще пара. Вот, раз, два, три. Вот, 4, замечательно. Ну, давайте, может быть, мы старшее, взрослое поколение. Где у нас крестные? Крестные, мы вас приглашаем тоже сюда. Вы у нас уже со стажем, уже знаете, как, что нужно делать, куда руку положить. Ну и так далее, продолжать не будем. А вы, молодые, я вас попрошу пройти сюда ко мне поближе. Хватит за столом пока сидеть. Давайте ножками пока работать. Раз, два, три, 4, 5. А у нас еще крестные другие есть. Вот я вижу, да, сидит, рукой машет. Крестные надо все-таки постараться показать, научить, как оно должно быть. Крестные отмахиваются. Молодые, подойдите поближе. Сейчас для вас будет проведен мастер-класс. Ребята, вы достаете, и у вас написано, какой вы поцелуй должны им показать. Хорошо? Ну давайте. Зачитываем громко. Итак, не надо много сил и мужества, поцелуй любимую по-дружески. Покажи. А вы запоминаете, как надо любимую целовать по-дружески. Понятно? Виталик, это было по-дружески. Вы плохому-то детей не учите. Идем дальше. Теперь к вам. Номер, скажите. Номер 1. Жену свою ты не балуй вниманием. Итак, технический поцелуй. Упражнение выполнено. 3-4, технический. Вы запоминаете, молодежь, все движения, куда руки надо девать. Виталик, все запомнил? Смотрите, экзамен будете сдавать. Теперь давайте к вам. Номер 7. Прижми ее покрепче, сожми в объятиях страстно. Мы ждем от вас, друзья, поцелуя властного. Властный должен быть поцелуй. Понятно, вот что творится. Точно властный поцелуй. Замечательно. Теперь пойдем мы к вам. Номер. Предупреждаем всех, огнеопасно, целуй свою единственную страстную. Запоминаете? Молодцы. Получилось. Стыдно стало точно всем. Берем 1 номер. Номер 4. Глаза блестят от ласки, доброты. Вам нежный поцелуй достался полной теплоты. Что наши ребята заслужили, да? Все-таки призы. Берем по одному. Держите, это вам. Девочки, вам. Девочки, вот так вот. Вот так вот. Либо вот это, либо вот это. Все. Замечательно. Давайте поаплодируем нашим замечательным парам, которые показали и преподнесли мастер-класс наши молодые. Ну а теперь я вас прошу занять места, чтобы было все видно. Усвоили урок наши молодожены. Прошу сюда, так, сюда, Виталик. Юлечка. Будем сдавать экзамены. И начнем мы с поцелуя царского. Поцелуй у нас царский. Итак, вообще на трон усаживаем мы царицу. Понятно? Вы посмотрите, что творится. Плюхнулся уже. У нас царица кто сегодня? Здрасте, я царь, да? Царь. Я царь, а у меня рукава грязные, да? Итак,
Ты протягиваешь, Юлечка, руку жениху. Тот, стоя на одном колене, целует ее руку с обожанием, глядя в глаза. Итак, это был первый поцелуй царский. Как вы считаете, справился наш жених? Замечательно. Теперь у нас будет барский поцелуй. Жених, бери своего свидетеля. Свидетель, помогай. Теперь ты же барин. Юлечка, освободи ему место. Барин садится, слуга его рядом. Рядом с него молодая девушка, наша невеста-красавица, почтительно и скромно подходит к своему покровителю и получает поцелуй в лобик от барина. Он тебя, барская милость называется. Понятно? А ну продемонстрируйте еще барскую милость. Правильно. Алиночка, теперь ты нам тоже нужна. Становись со стороны Юленьки. Наши свидетели сейчас будут эхо. Будете изображать эхо. То есть они говорят, а вы повторяете, как эхо, эхо, эхо. Понятно, да? Итак, Виталик, вставай. Следующий наш поцелуй кавказский. Он джигит. Покажи какой-то джигит. Джигит. Стоит на горе и кричит: «Я люблю тебя, Юля!» Эхо, повторяй. Подождите, у нас не слышно. А ну еще раз, громче. Эхо повторяет. А невеста ему вторит: «Я люблю тебя, Виталик», и эхо повторяет. И здесь они добрались и нежно друг друга поцеловали. Теперь казачий поцелуй. Вот она, казачка Юля, стоит, закрыв глазки руками. Закрыла. Тут появляется казак, верхом на коне, у тебя же конь есть, по кругу, все правильно, Ваня, не сопротивляйся, Ваня, ты конь, Виталик на коня, вокруг хуторянки, хуторянка закрыла глаза, давай, поехали, горный у нас казак такой, эх! Вот, правильно, как истинный казак, не слазя с коня, он целует свою замечательную невесту. Вот, давайте поаплодируем, как они справляются замечательно. Теперь мы добрались уже до самых сложных поцелуев. Это было все еще легко. Итак, впереди у нас брежневский. Когда громко нужно поцеловать невесту 3 раза в щеки. Причем очень громко. Затаили дыхание, зал, абсолютно тишина. Мы должны услышать все эти 3 поцелуя. Итак, тихо. Гости, вы услышали? И мы не услышали. Давайте еще раз. Тишина полнейшая в зале. Вот абсолютно. Давайте, чтобы мы все услышали. 3 громких поцелуя. Это будет ваш финал сдачи экзаменов. Итак, брежневский. Щеки. Сейчас мы это все уже услышим точно. Замечательно. Ну что же, дорогие наши гости, я считаю, что наши молодожены справились с экзаменом. Справились. Ну а теперь, конечно, поцелуй любви. Ведь мы на свадьбе, а на свадьбе горькой. Ну что же, молодые, я вас прошу пройти на свое место. Всех гостей наполнить свои бокалы и выпить за поцелуи молодых. Они прошли краткий курс обучения благодаря нашим наставникам, сдали экзамены, получили отлично.
Ну а мы с вами, гости дорогие, любые события в нашей жизни создают истории. И вот сейчас мы с вами все вместе вершим историю начала новой семьи. Мы наполнили бокалы, выпили за новую семью Козловцевых. Давайте так, я вот четко знаю, я знаю, Иван зимние ставки точно, поехали. Падают, он причем только глянул, они уже упали. Вот у нас один есть замечательный стрелок. Правильно сделал, что глаза закрыл, правильно. Я тоже знаю, что ты охотник замечательный, тут уже не соврать. Просто вы думаете, вы хотели Тамаду обмануть? Для Тамада-то знает, что у нас охотники есть замечательные, да? Виталик, пойдемте, пойдемте, вот замечательный. Вот, а тут уже не отнекивайся, тебя сдали с потрохами. Все, потом после конкурса подойдешь, им расскажешь все, что ты о них думаешь. Поаплодируем нашим замечательным охотникам. И мы сейчас проведем дуэль. Да дуэль непростой. Ребята, определитесь с оппонентами, с кем будете дуэлироваться. Разошлись по парам. Вот они. А вы, нет, вы сюда становитесь, а вы тоже вот так. Ничего себе пожелание, ребятки. Дуэль у нас будет непростая. Дуэль на бананах. Разобрать ружье. Пистолеты выбрать. Выбрали? Выбираем пистолеты. Выбираем пистолеты. А одну девушку попрошу с этого стола быть секундантом. Олеся, ты вот кого сдала? Побудь секундантом здесь. Ир, можно тебя попросить? Ты побудь секундантом у этой пары. А кто сказал, что он летать будет? Это не бумеранг, это банан. Итак, вставили ружья в правые карманы. Ну, пока просим в правый вставить. Проверили, как хорошо выскакивает? А ну, проверили, хорошо, быстро получается достать. На, называется. У тебя пистолет там, а ты, да, что показал-то? Да. Это не пистолет так показывает. Резко так, опа, показал пистолет. Теперь вы оппоненты. Ваша задача. Ира, смотри, кто из них вперед окончит это дело. Олеся, ты смотри, кто из них вперед. Ваша задача, вы становитесь напротив друг друга, смотря в глаза, вспомните вестерны, руку приготовили. Ваша задача вытащить пистолет, перекинуть и быстро съесть банан. Вот кто съест первый, тот и будет победителем. Олеся, смотри, Ира, следи. Запомнили? Вытаскиваем, перекидываем и быстро съедаем банан. Вот так, в руке. Раз. Раз. Понятно? Да, вот так вот. Если полезет со шкуркой, пожалуйста, так будет быстрее. Как раз сорить не будем. Готовы? Итак, секунданты, бдите, кто первый съест банан. Причем не засунет в рот, а съест, чтобы все было съедено. Василий Васильевич, нам веселую музычку. На старт. Внимание. Все готовы? Марш! Ребята, у вас дуэль, какие могут быть разговоры? По-моему, им нужно друг друга кормить, чтобы друг друга стрелять. Не, мы... Это же мужчины. Секундант, вы о чем, блин? Вы должны смотреть, вы что помогаете так? Рот открывают, их так быстрочка, главное. Показали бананы сразу, оп.
Так, в этой паре у нас уже есть, да? Сейчас, мы вот ждем. У нас тут мастодонты сражаются, понимаете? У них там разговоры, подожди, они говорят, да я буду так стрелять, а ты вот так сделай уклониться. Он говорит, да я вот так стрельну, говорит, а ты вот там вот так вот. Они договариваются. Ничья? Значит, сейчас еще будете бананы есть. А, Вася первый. Все понятно. Значит так, я понимаю, здесь Василий выиграл. Иван, прошу ко мне. У вас кто выиграл? Сергей Викторович выиграл, Виталий Анатольевич, прошу ко мне. Вам утешать... Нет, вы, пожалуйста, не уходите еще. Вам утешительные призы. Давайте поаплодируем нашим замечательным стрелкам. Ну а теперь мы проведем супер дуэль между одним стрелком и другим. Прошу вас. Давайте к инструментам. Будет. Я потом все скажу. Теперь становимся напротив друг друга. В левый карман. Теперь мы 2 раза подкинуть должны. И быстренько скушать. Понятно, да? Дуэлянты. Итак, готовы? На старт. Внимание. Марш! 2 раза. Вот, и вот такой. Ага, сноровочку-то теряю. А давайте поддержим аплодисментами наших игроков, которые прям совсем... Кто за тебя будет стрелять только быстро? Они вдвоем не справляются, ты все равно быстрее. А, нет, еще есть. А, нет, они справились. Замечательно. Ну тогда вам, вот, Василий, утешительный приз. Идите жуйте дальше свой банан. Ну а поскольку наш президент выиграл, что мы ему можем подарить? Банан мы тебе дарим. Держи тебе банан. Давайте поаплодируем лучшему стрелку вечера. Ну, мы продолжаем, чуть-чуть потанцуем с конца, и потом уже перейдем к самым важным моментам нашего вечера. Музыкальная пауза, ребят, танцуем.
как смеешься ты, я буду верен тебе, милая. По мире сбываются мечты, я так хочу тебе понравиться. Пусть на пороге ждет отец, я украду тебя, красавица. Пойдешь со мной ты под венец. Мне ты назначена судьбой, мы навеки связаны с тобой. И не нужен нам никто другой, поверь. Вместе мы откроем счастье дверь. И не нужен нам никто другой, поверь. Вместе мы откроем счастье дверь. Печали разлук реки смоют, пусть весна в сердце нашем откроет двери в любовь, что навсегда к нам вернется. Я тебя вспоминаю, без любви умираю, только с тобой сердце мое сильно бьется.
печали разлук реки смоют, пусть весна в сердце нашем откроет двери в любовь, что навсегда к нам вернется. Я тебя вспоминаю, без любви умираю, только с тобой сердце мое сильно бьется. Пусть печали разлук реки смоют, пусть весна в сердце нашем откроет двери в любовь, что навсегда к нам вернется. Просто слезой на алых щеках зари. Я за тебя буду всю жизнь Бога благодарить. Знаю теперь, только тебе песни писала я. Стань моим духом, стань моей верой, навеки твоя. Видеть твои глаза, рядом с тобою быть, лишь для тебя утро встречать, только тебя любить. Светом тебя найду, стану морской волной, жарким огнем, мягкой травой, лишь бы мне быть с тобой. Мир без тебя просто слезой на алых щеках зари. Я за тебя буду всю жизнь Бога благодарить. Знаю теперь, только тебе песни писала я. Стань моим духом, стань моей верой, навеки твоя. Мир без тебя, он просто слезой на щеках зари. Я за тебя буду всю жизнь Бога благодарить. Знаю теперь, только тебе песни писала я. Стань моим Богом, стань моей верой, навеки твоя. Мир без тебя, я за тебя буду всю жизнь Бога благодарить. Знаю теперь, только тебе песни писала я. Стань моим духом, стань моей верой, навеки твоя. Итак, родные друзья, на свет появилась семья. Давайте танцы мы оставим. И снова молодых начнем поздравлять. Обычно дарение подарков начинается с родителей. Но на этой свадьбе я решила все сделать чуть-чуть по-другому. Я расскажу вам, молодые, одну легенду. Когда-то, очень давно-давно, на свадьбу молодоженов пришел старец и принес коробку спичек. И сказал: дорогие молодожены, вот вам коробка спичек. Когда вы будете ссориться или ругаться, ломайте по одной спичке. Ломайте и выбрасывайте. Но вот когда в коробке не останется ни одной спички, вы расстанетесь.
Виталик и Юля, я как тот старый мудрец пришла к вам на свадьбу с самым обыкновенным коробком. Коробка спичек, но в этой коробке спичек всего одна спичка. Чтобы у вас даже не было повода поругаться. То есть никогда не ругайтесь, никогда не ссорьтесь. Берегите свою любовь на века. И пусть эта спичка сохранится с вами, всю жизнь пройдет. Глядячи на нее, когда вам вдруг захочется поругаться, вы откройте коробку спичку, посмотрите, а она у вас там одна. Чтобы у вас все желание сразу отпало и прошло, и вы даже не думали начинать какие-то разборки. Ну а теперь мы ждали долго этого момента, и чтобы получить втройне аплодисменты, слова им, молодым, здесь так необходимы. Встречаем, я хочу пригласить сюда родителей невесты Наталью Павловну и Виталия Анатольевича. Я передаю вам микрофон. Давайте поаплодируем нашим замечательным родителям невесты. Дорогие наши дети, Юлечка, Виталичка, Юля, много лет назад с твоим появлением на свет в нашей семье поселилось счастье. Огромное, безраздельное. Счастье у всех. Сегодня, в этот замечательный день, Виталик, мы делимся с тобой своим счастьем. Мы даем тебе ее на сохранность. Мы хотим, чтобы вы прожили долгую, счастливую жизнь. Чтобы все теперь у вас было на двоих. Горести делите пополам, их будет меньше. А счастье умножайте вдвое, и его будет больше. Дети, любите друг друга, будьте верной, надежной опорой друг другу. А мы всегда будем с вами рядом. Мы вас очень-очень любим. Хочется пожелать удачи. В этой жизни много нужно удачи. Чтобы вся ваша жизнь протекала так же красиво, как весь этот праздник у нас. Горько. Ну и к поздравлению присоединяется родная сестра нашей невесты Юлечки, Алина. Я присоединяюсь к словам родителей. Просто любите друг друга. Виталик, береги ее. Мы год с вами прожили. Вы мне, правда, были как вторые родители. Юлю я и так мама всегда называла, потому что она мне мама вторая. Ты тоже стал мне очень родным человеком. Любите, берегите друг друга. Я вас тоже очень люблю. Все. Между нами сердце тоненькая нить, между нами сотни звезд, рейсов километры. Только знаю, никогда мне не забыть, как ты прятала меня от силы ветра. Ведь ты со мной прошла все детство по шагам, и все мамины сказки с тобой. Сквозь города и расстояния любовь, и в сердце, и в сознании с тобой. Одним связано дыханием, сестра моя.
твой голос и слова важные услышу. И пусть мы разные с тобой, но связаны одной судьбой с тобой. Сквозь города и расстояние любовь, и в сердце, и в сознании с тобой. Одним связано дыхание, сестра моя. Держи меня ты от падения вся жизнь. Большое приключение дари, лучик света, вдохновения, сестра моя. И пускай за мною смотрят сотни глаз, и огни порой так сильно осветляют. Знаю, рядом ты и близко, как сейчас. Ты мой ангел, что всегда оберегает. К микрофону я приглашаю родителей жениха Ларису Васильевну, Павла Васильевича. Прошу вас. Молодые, вы, пожалуйста, далеко не уходите, станьте вот здесь, да? Раз, два, три. Дорогие мои дети, вас поздравляю с днем бракосочетания. Желаю счастья, самого сильного. Желаю любви, самой долгой. Дожить до свадьбы, до платинового. Ну, на крайняк до золотой, конечно. Чтоб жизнь ваша протекала всегда в любви и радости. Горе пролетало стороной. Чтоб делили все вы, и горе, и радости тоже. Разделяли. Всего-всего-всего. Дорогие дети, я желаю вам, чтобы в вашей семейной жизни вам всегда было легко. Любите друг друга, цените друг друга, обожайте друг друга. И рожайте нам внуков. И знайте всегда, что двери нашего дома всегда открыты для вас. Мы вас очень любим.